В Абзелиловском районе дан старт реализации крупного инвестиционного проекта. Если геологоразведка покажет наличие запасов меди, то начнутся работы по разработке месторождения. Что за этим идет, обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Тагир Бахтигареев, директор компании ООО «Салаватская». Тагир Семербаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем разговор с того, что прошел почти год, как Салаватская заявила о своем намерении произвести геологоразведку на месторождении в Абзелиловском районе. Вот как продвинулось дело к этому моменту за этот период времени? Во-первых, здравствуйте, уважаемые жители Республики Башкортостан. С первых дней наших работ мы приняли для себя решение максимально открыто и честно рассказывать о нашем инвестиционном проекте. Поэтому с начала года мы организовали технотуры, чтобы вживую показать действующий горно-обогатительный комбинат для жителей Абзелиловского района. Также в начале года мы провели встречи, презентации в 7 сельских поселениях, на которых подробно рассказали о нашем проекте, внимательно выслушали и, соответственно, ответили на волнующие вопросы. Мы активно сотрудничаем со средствами массовой информации. Мы участвовали в заседаниях Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан и иных конференциях. Эти все шаги позволили развеять много сомнений и укрепить доверие. В июне 2025 года мы начали буровые работы. Для этих целей мы привлекли высококвалифицированную специализированную организацию и, понимая о важности сохранения природы, мы максимально, не затрагивая общую площадь лесного массива, провели точечную локальную рубку для доставки буровых станков. Вырубленный лес мы описали совместно с представителями Министерства лесного хозяйства и передали в Росимущество. Параллельно началу буровых работ мы открыли в селе Аскарово свой офис, где жители района могли нас посетить, соответственно, узнать о наших будущих планах и, соответственно, задать интересующие вопросы. На сегодняшний день, по нашим оценкам, нас посетило около 300, наверное, жителей предварительно. И мы видим интерес местных жителей к работе на нашем будущем комбинате. Мы на сегодняшний день укомплектовали необходимым штатом сотрудников. Это экологи, специалисты связи с общественностью, специалисты геолого-маршрутной службы. Очень важно в этом году мы провели флористические и фаунистические работы с привлечением Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. На данном этапе выявленные участки мы оградили, локализовали, обозначили. И в случае реализации инвестиционного проекта выявленные растения будут пересажены и будет выполнен агроуход. Мы считаем, что полностью соблюдаем экологическое законодательство, и работа в 2025 году тому подтверждение. Геологоразведка – это процесс не быстрый, многоэтапный. Вот на каком сейчас находится процесс, на каком этапе? Здесь, согласно действующей лицензии, выданной Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу, мы выполняем работы по определенным стадиям и срокам. На сегодняшний день, к концу 2025 года, мы завершили бурение поисково-оценочной стадии и параллельно ведем аналитические исследования кернового материала. После завершения аналитических работ будет составлен подсчет запасов, технико-экономическое обоснование, и данные материалы будут направлены на государственную экспертизу запасов. При положительном заключении запасы меди будут поставлены на баланс по временным разведочным кондициям. Эту работу мы планируем завершить к середине 2026 года. Вы уже по касательной отметили, что какой этап следует после геологоразведки, но если вот поподробнее именно что коснется, может быть, непосредственно людей, если результат будет положительным. Да, первое, мы готовы к сотрудничеству. Несмотря на то, что мы сейчас, конечно, сосредоточены больше на геологоразведочных работах, тем не менее мы уже сейчас рассматриваем сотрудников для будущего нашего комбината. Мы познакомиться с нами или направить наш адрес обращения можно по электронной почте. У нас в группах ВКонтакте
и в телеграммах имеются странички, там тоже можно ознакомиться с этой информацией. Ну и ничто не заменяет, естественно, живого общения в нашем офисе. Мы открыты, желающие могут прийти и задать интересующие вопросы. Это касаемо общения с местным населением, с населением Делиловского района. Касаемо будущих кадров, я хотел бы напомнить, во-первых, что мы открыли программы целевого обучения для учеников Абзелиловского района, ведущих вузов Республики Башкортостан и близлежащих областей. Это Башкирский государственный аграрный университет, Уфимский университет науки и технологии, Магнитогорский университет горный имени Носова и Уральский государственный горный университет городе Екатеринбурга. Данная программа открыта по специальностям открытые горные работы, маршедерское дело, геологи, обогащение полезных ископаемых, горное машинооборудование, электроснабжение, природопользование и водопользование. Во-вторых, мы уже начали работу со среднепрофессиональными образовательными учреждениями и училищами. Мы провели уже несколько встреч, направленных на совместное сотрудничество. Тагир Тимирбаевич, вы не раз отмечали о том, что компания открыта и готова ответить на любые вопросы и общается. И я так понимаю, что с этой целью был создан наблюдательный совет по мониторингу реализации инвестиционного проекта. Вот как с ним построен процесс взаимодействия? Приоритетным здесь, наверное, ключевым моментом, фактором является наша открытость. Поэтому с момента формирования наблюдательного совета под председательством главы Абзелиловского района Айрата Зинатовича Аминева мы сформировали конструктивный диалог. Я считаю, это очень важно в части прозрачности для реализации нашего инвестиционного проекта. Совместно с наблюдательным советом мы провели уже несколько заседаний. Из них 2 выездных непосредственно на участок НЕТР. Там мы вживую рассказали и показали, как ведем геологоразведочные работы, обсудили дальнейшие планы. И помимо заседания в расширенном составе, мы также встречались в узком составе с отдельными членами наблюдательного совета для более глубокого обсуждения перспектив проекта. Тагир Тимирбаевич, удается ответить на те вопросы, которые задают местные жители? Мы максимально, как раз таки для того, чтобы донести информацию до местных жителей, все мероприятия были и направлены на данную процедуру. Это, как я говорил, пресс-конференции, это сотрудничество через средства массовой информации, это открытие офиса. И на эти вопросы, которые волнуют людей, жители приходили, мы максимально раскрыто все открываем, рассказываем, ничего не скрываем. Сейчас очень важное понятие при стройке бизнеса внедряется, это социальная ответственность компании. И вот ООО «Салаватская» как раз-таки заявила себя именно, что обладает и планирует именно социально ответственно строить свой бизнес. Вот что было сделано за это время? Прошло, может быть, не так много времени, но что-то, возможно, сделано? С самого начала работы в Абзелиловском районе мы начали именно работу, погрузились в социальную жизнь Абзелиловского района. Несмотря на то, что, можно сказать, мы на этапе развития начали реализовывать мероприятия, принося существенную пользу району. Наше присутствие в районе на сегодняшний день очень приносит такие полезные направления, такие как, к примеру, я говорил о том, что мы начали сотрудничать с предприятиями Абзелиловского района и продолжаем заключать контракты, тем самым максимально стремимся использовать потенциал района. Что это дает? Это дает предпринимательскому сектору открывать дополнительные рабочие места и получать дополнительные заказы, расширяя свой бизнес. Мы не оставляем без внимания подрастающее поколение. Яркий тому пример – это проведенная Олимпиада ГИЛЕМ для учеников Абзелиловского района 7-10 классов. В ней приняли участие более 1500 учеников. На данное мероприятие мы направили более 8 миллионов рублей.
Мы обеспечили жителей Абдилиловского района подпиской на местные издания, направив на это более 2 миллионов рублей. Мы не остаемся без внимания в спортивном направлении. Мы вышли спонсорами при мероприятиях, при проведении мероприятий. Это Кореш на Сабантуе, это также различные турниры спортивные. Также приобрели офисное оборудование в спортивном клубе Тупакова. Конечно же, без внимания не остаются и дошкольные образовательные учреждения. К примеру, в одном из садиков села Аскарова мы облагородили частично территорию, высадив круглогодичные цветы. А в другом садике мы буквально вот перед Новым годом подарили пышную елку для детишек, для того, чтобы создать уютное новогоднее настроение. Мы являемся организаторами экологических акций. Мы провели эко-акцию по очистке берегов речки Большой Кизил. Высадили деревья ко дню победы в Великой Отечественной войне. Без внимания не остаются и семьи, конечно, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Так, девочку из семьи Исмагиловых, получившая серьезные травмы при трагических обстоятельствах, мы оплатили, направили на дорогостоящую реабилитацию. Мы активно инвестируем в инфраструктуру спортивную и социальную Абдилиловского района. Так, в этом году мы построили современный спортивный комплекс с воркаут-зоной в детском лагере «Рандык» и выполнили хороший ремонт в селе Бурангулово, в частности в школе-интернате. И в этом же здании находится помещение общей медицинской практики, мы также выполнили там ремонт. Но мы не просто выполнили ремонт, но мы оборудовали всем необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем. На эти два крупных объекта мы направили более 100 миллионов рублей. Также по обращению жителей села Михайловка по прямой линии с главой республикой Ради Фаридовичем мы приняли решение о том, что в 2026 году мы построим новый современный спортивный зал в селе Михайловка. Тагир Тимирбаевич, спасибо огромное, что, несмотря на свою занятость, пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы, которые, я думаю, волнуют и жителей Абдилиловского района, и всей республики. Спасибо. Спасибо. До свидания. Это была программа «Интервью». Сегодня на наши вопросы отвечал Тагир Бахтигареев, директор компании ООО «Салаватская». Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.